Это Тандыр Медиа, меня зовут Дмитрий. Далее о том, что еще случилось в нашем Кыргызстане за минувшие сутки. Всем вам желаю терпения и самообладания. А случилось то, о чем говорили сразу после отставки генерала Ташиева. Спикер Джугурку Кенеша, почетный профессор Национального университета Нурланбек Тургунбек Уулу, тот самый, которого мы все больше знаем под фамилией Шакиева, добровольно покинул пост Торага Джугурку Кенеша. В памяти народной он останется как инициатор смены флага Кыргызстана и неудачной во всех смыслах попыткой поменять гимн. Сегодня бывший Шакиев и уже бывший спикер в последний раз выступил с трибуны в статусе главного законодателя страны. Урматтуу депутаттар, бизде ушундай саясий маданият болуш керек. Саясий маданият болуш керек, эч кандай бир ызы чуусу жок. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл алып отурам. Мен чечимимди колдоп бериңиздерди суранам. Депутаты решение спикера поддержали единодушно. Никто не просил его остаться на посту. Они долго хвалили Нурланбека Тургунбека и благодарили его за все, что он сделал. А народная избранница Камила Талиева очень распаленно и яростно отругала неких провокаторов, которые рассорили Садыра Нуркожоевича и Камчыбека Кадыршаевича. Особенно досталось некоему заместителю председателя Кабинета министров, который курирует социальные вопросы. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери Кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок, мамлекетте саясаттын эң чоң чордону саясат ушул жерде болот. Мен мына кече күндөн бери айтып атам. Ушул жерде коллегалардын баарына. Ай, каглайындар, төрагабыз турат. Нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок. Адилеттик үчүн айтып коеюн мен. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кана кимди бөлдү, кимди жарды чыгып айткыла. Келгиле, А деди мен Б дейли. Кимиңерди бөлүп жарды? Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Бетке айталы да. Бетке айталы. Эл бизди карап турат азыр. Ушу эки досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кадыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кадыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Каглайын Кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр, мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз, чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Бул жерге парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ-бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсан. Эл, Кыргыз элинин шору, эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору.
Эки дос деп, мына ел эки дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. Эки достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кийин камчы Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. И вот в этом месте выпуска будет уместно отвлечься от заседания Джугурку Кенеша. К нему я вернусь чуть позже, там было еще много интересного. Дело в том, что ГКНБ Кыргызстана обратился с призывом к представителям общественности, СМИ и неким высокопоставленным чиновникам прекратить дискредитировать работу органов национальной безопасности. В обращении конторы подчеркиваются попытки заинтересованных сил бездоказательно подорвать доверие граждан к государственным институтам. ГКНБ напоминает, что сотрудники органов нацбезопасности подчиняются верховному главнокомандующему, то есть президенту Садыру Джапарову. Мы убеждены, что любые вопросы и сомнения должны рассматриваться исключительно в правовом поле, на основе фактов и проверенной информации. Попытки навредить репутации государственных структур без предоставления доказательной базы наносят вред не только конкретному ведомству, но и общему уровню доверия в обществе. Призываем представителей общественности, СМИ и отдельных чиновников высокого ранга воздержаться от резкой критики в адрес личного состава ГКНБ КР, так как они добросовестно с высокой ответственностью выполняют свои функциональные обязанности. По моим личным наблюдениям, только один чиновник высокого ранга не смог устоять перед соблазном покритиковать ГКНБ после отставки генерала Ташиева. Это Эдиль Байсалов, заместитель главы Кабмина, тот самый, который курирует социальные вопросы. Вчера в своем длинном посте в Фейсбуке он отметил, что некоторые представители органов нацбезопасности стали воспринимать себя не инструментом закона, а прикрываясь авторитетом борьбы за порядок, начали выходить за рамки своих полномочий и создали в обществе атмосферу страха и преследований. Это прямая цитата Байсалова. Я не буду говорить, прав он или нет, у меня два других вопроса. Во-первых, почему Байсалов заговорил об этом только после отставки генерала Ташиева? Что это было, внезапное озарение? Или раньше он боялся, а теперь не боится? Во-вторых, Эдиль Байсалов курирует социальный блок правительства, систему образования и систему здравоохранения в первую очередь. Все ли уже стало настолько хорошо в этих сферах, что можно отвлечься и покритиковать коллег из силового блока правительства? И не этот ли Байсалов буквально неделю назад оправдывал посадки журналистов, активистов и политиков, называя это воспитанием общества? А сегодня он заговорил об атмосфере страха и преследований. Я так и называл, когда кое-кого там посадили, там еще, я несколько раз говорил, это воспитание. Это воспитание, чтобы мы все смогли как-то понять, что важно, что не важно. В общем, в итоге сам Байсалов подвергся этому пресловутому воспитанию от ГКНБ, но пока только в очень мягкой форме. И, вероятно, понял, что важно и что не важно. Вернемся к заседанию Джугурку Кенеша и трогательному прощанию со спикером Нурланбеком Тургунбеком. Единственный депутат, который не стал хвалить бывшего Турага за его достижения, стал Эрулан Кокулов. Бирөөңөр баары бир спикерликке коесуңар да ушул жерден баары бир спикердин ордуна отурасыңар бирөөңөрчү. Ошол кишиге кайрылармын. Мен микрофонду өчүрөм. Министрлерди бар кете бер, жумушуңа бара бер. Суроосуз узатабыз. Деген сөздөрдү кел аткан төрага сиз айтпайсыз го деп ишенем да менчи. Анткени биз эл өкүлүбүз. Биз ошол министрлерге ошол жерден сүйлөшүбүз керек. Канча жолу ошол жерден какшанып, кайталап, суроо берип калалы. Десем, болбой ушул жерде Камил Абдразаковдун азыр бүтүп алайын мен сөзүмдү. Болбой ушул жерде ушундай көрүнүштөр болот да. Мен кайрылып атам. Кел аткан спикерге кайрылдым. Мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болбойт деп сиз жактанчы. Чын жүрөктөн ишенем. Рахмат. Выслушав эти разнообразные по речевой экспрессии и смыслу словоизлияния в свой адрес, Нурланбек Тургунбек Улу навсегда покинул президиум спикера под жидкие аплодисменты коллег. Мен төрдөн түштүм, ордума отурдум.
Впрочем, мы расстаемся только с его статусом спикера. Сам он намеревается продолжить свою деятельность, но уже в качестве простого депутата. А вот новым спикером Джугурку Кенеша сегодня избрали депутата Марлена Маматалиева. За его кандидатуру проголосовали единогласно. Макул 81, каршы жоқ, бары 81, катталды 82. Эми келип орун алсаңыз, Марьяна Кыркманович, урматтуу Тургунбек уулу Нурганбек, эми кыргыздын салты бар, ошо өзүңүз келип туруп ордуна отургузуп койсоңуз. Фракциянын депутаттардын лидерлери да сиздер да келип берсеңиздер. Рахмат. А теперь вернемся к основной теме. Письмо 75 аксакалов, отставка Ташиева и последствия. Вчера ближе к полуночи стало известно об аресте еще 2 подписантов этого рокового письма 75 общественных и государственных деятелей, которое послужило триггером отставки Камчебека Ташиева. Под стражу после задержания и обысков взяли бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего первого вице-премьер-министра Аалы Карашева. По факту появления самого письма 75 история получила крайне неприятный для подписантов оборот. По данному факту следственная служба МВД возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 278 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». В ходе следственных мероприятий установлены и задержаны еще 2 граждан, предполагаемые инициаторы и активные участники указанного преступления: А.К. 1966 года рождения и К.А. 1968 года рождения. В порядке статьи 96 УПК они водворены в изолятор временного содержания. Указанные лица подозреваются в участии в организации массовых беспорядков, а также в иных противоправных действиях. По местам их жительства проведены обыски. В историческом контексте фигура Курсана Асанова засверкала особыми красками. Это удивительно, но его задерживают при любом серьезном кипише в стране. В январе 2021 года его арестовали по статье «Захват зданий и сооружений». Произошло это после неудачной попытки захвата здания МВД. В октябре 2020 года после переворота Курсан Асанов был задержан по статье «Массовые беспорядки». В августе 2019 года он был задержан после койташских событий и посажен под домашний арест. По всем этим делам Асанов был либо оправдан, либо освобожден от наказания по истечению срока давности. На его фоне фигура другого арестованного вместе с ним экс-чиновника Аалы Карашева выглядит бледнее. Зоотехник по образованию, на рассвете карьеры он работал в администрации президента Акаева, затем Бакиева, стал вице-премьером в 2009-м. В 2011-м уже при Атамбаеве стал первым вице-премьером и чуть менее года работал на этом посту. В 2015 году снова стал первым вице-премьером и снова ненадолго. После Октябрьского переворота Аалы Карашев исчез из политической повестки, а теперь вот внезапно снова появился в новом качестве, теперь уже политического заключенного. Кратко напомню, что по делу о письме 75 аксакалов задержаны также Бекболот Талгарбеков, Эмильбек Узакбаев и Курманбек Дейканбаев.
Остальные 70 подписантов были просто допрошены в следственной службе МВД и пока отпущены на свободу. Тем временем продолжаются кадровые перестановки на ключевых государственных позициях. Новым секретарем Совета Безопасности стал Адилет Орозбеков. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Адилету Орозбекову 48 лет, по специальности дипломат. Кроме того, прошел обучение в Академии ФСБ России. Владеет кыргызским, русским и английским языками. Воинское звание – полковник. Последние 2 года работал в администрации президента. Депутаты Джугурку-Кенеша сегодня не только переизбрали нового спикера, но и в первом чтении одобрили значительное повышение стоимости альтернативной службы в армии. Это, напомню, инициатива Министерства обороны. Сейчас оплата за альтернативную службу составляет 18 тысяч сомов, если эта служба связана с семейными обстоятельствами, и 25 тысяч для граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья. После принятия закона будет 25 и 50 тысяч соответственно. Серьезная коммунальная авария произошла в Бишкеке сегодня. На улице 7 апреля между Медерово и Ахунбаево прорвало крупную отопительную трубу диаметром в 90 сантиметров. В итоге в некоторых микрорайонах в южной части столицы пропало отопление и горячая вода. А само место аварии заволокло густым туманом. Картина получилась апокалиптическая. Для устранения аварии старую трубу подключили к альтернативному трубопроводу. Горячая вода и отопление, по заверениям мэрии, снова появились в домах горожан. Кстати, жители микрорайонов, напишите в комментариях, так ли это на самом деле. Сейчас продолжается устранение последствий аварии. Мэрия отмечает, что эти трубы были старые и установлены еще в советское время. На демонтаж троллейбусных столбов по столице потребуется 12 миллионов сомов. Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» объявило тендер на эту сумму. Об этом нам рассказала активистка Бермет Бурубаева, которая, вопреки всему и судьбе назло, продолжает бороться за сохранение троллейбусов до конца. Сегодня нам стало известно, что Бишкекгортранс объявил тендер на демонтаж троллейбусных столбов на 12 миллионов сомов. При этом при принятии постановления о передаче 100 троллейбусов было указано, что на демонтаж и на остальные расходы не будет никаких средств выделяться из бишкекского городского бюджета. Мы категорически против такого подхода, что за средства налогоплательщиков, за наши средства еще и уничтожается городской, самый экологически чистый транспорт в городе Бишкек. Ранее мэрия города Бишкек сообщала, что оставшиеся в Бишкеке троллейбусы будут переделаны в электробусы. Да, это троллейбусы, которые были закуплены за второй транш Европейского банка. И мэрия обещала уже в июне прошлого года их выпустить на линии. Но уже прошло больше полугода, и до сих пор мы их не видим. И в финале драматичная история с очень хорошим концом. В городе Каракол под лед провалились парень и девушка. Мужчину из воды смог вытащить местный житель, а девушку – оперативно подоспевшие на место спасатели МЧС. Götür пока, Серега. Götür. Где коньки? Вот этот кусок, если сломается. Не сломается, давай, чыгар ты, кызды беринчи. Чуть-чуть осталось. Бери аз қалды, давай, Серега, Все. Тащите, кто еще тащит. А, идет уже, да, поздно идет уже. Серега, салқанан жат, Салқанан жаттың, Сергей. Болды. Братан, красавчик. Молодец, братан.
На сегодня у меня все. Я напомню, у нас есть выпуски на кыргызском языке, и там есть много других новостей. Рекомендую посмотреть обзор событий с Перизат Саидбурхан. Ссылка на наш канал на кыргызском языке есть в описании. Подпишитесь. А я жду ваших комментариев, ставьте лайки. Если хотите дизлайки, без проблем. Всем желаю мира, стабильности и благополучия в наше очень неспокойное время.